Алексей Владимирович, нет секрета в том, что несколько лет назад, с того момента, когда Федеральную торгово-промышленную палату возглавил опытный политик Евгений Примаков, она стала действенным инструментом экономики страны. Как же сегодня работает этот инструмент? Ну, что хотелось бы отметить, наверное, то, что Палата – это единственная общественная организация, которая имеет федеральный закон, регламентирующий ее деятельность. Поэтому я думаю, что деятельность и Федеральной палаты, и региональных, она укладывается в те рамки, которые заданы этим законом. Палата руководствуется только рекомендациями Федеральной палаты. Ее деятельность направлена на улучшение функционирования бизнеса в регионе или на уровне федерации, защиту интересов, ну и так далее. Там много разных направлений деятельности. Поэтому Федеральная палата не указывает, она больше помогает, советует, помогает методическими материалами, проводит аккредитацию экспертов, обучение, образование, помощь в организации разнообразных бизнес-миссий, выставок и так далее. Поэтому здесь это нет четкой вертикали власти в данной организации. Сейчас мы разрабатываем совместно с правлением стратегию развития палаты, движемся уже в оперативном порядке к оптимизации действующих процессов, к созданию новых процессов, которые можно предлагать бизнесу как какую-то услугу палаты. Ну, как пример хотел бы привести увеличение численности экспертов в области, потому что когда мы пришли, изначально была постоянная ситуация, когда эксперты в области работали на разрыв. Постоянно выход в субботу, в воскресенье. То есть мы увеличили, переехали в Черняховский, мы взяли несколько экспертов, одного эксперта и одного помощника в Советске. Сейчас набираем помощников в городе. Цель этого в том, чтобы максимально эффективно использовать время квалифицированных сотрудников. Еще одной из сторон деятельности палаты – это конгрессная деятельность. Это проведение семинаров, круглых столов, встреч. Мы планируем семинары, как серии семинаров, так и по каким-то злободневным вопросам. Проводим их на базе палаты. Они есть как бесплатные, так и платные, ну, за небольшие деньги, с приглашением специалистов, сотрудников федеральных органов. То есть примером, допустим, это семинары с налоговой инспекцией, по пожарной проблематике, ну, масса разных сторон. Поэтому если у предприятия есть заинтересованность в том, чтобы проработать какие-то темы, провести какие-то мероприятия, с удовольствием готов выслушать пожелания. Нет ли опасности в том, что сегодня торгово-промышленная палата, как общественная организация, дублирует функции других общественных объединений и отраслевых союзов? Придя в палату, передо мной была поставлена задача предложить состав правления палаты. Мною выбрана была следующая стратегия. Это представители крупных предприятий, малых предприятий, это представители ассоциаций, которые объединяют бизнес. Поэтому на сегодняшний день я, честно говоря, не боюсь конкуренции, а наоборот рассчитываю на помощь и на какую-то синергию от того, что представители многих ассоциаций, крупных ассоциаций входят в состав правления Калининградской торгово-промышленной палаты.